Судебные приставы вырвали у меня руль, вышвырнули из кабины, как собаку. Мой кормилец, мой дом, мой старый друг. Его увозили на штрафстоянку, а я стоял и смотрел, как чужие руки забирают мою жизнь. В тот момент я понял, что справедливости нет. Совсем нет. Дослушайте эту историю до конца и скажите, как бы вы поступили на моем месте. И еще скажите, из какого вы города нас слушаете. Чтобы вы поняли, почему я не озлобился. Не сломался, тогда мне нужно вернуться на много лет назад. В мое детство. История моя началась не на обочине трассы М4 Дон, а в маленьком домике Мазнке под Воронежем, где я и впитал с молоком матери все то, что сделало меня тем, кто я есть. Родился я в 75-м, в семье простых людей. Отец, царствие ему небесное, всю жизнь на комбайне отпахал, а мама повариха и в сельской школе работала. Денег вечно не хватало, но вот любви и тепла в доме было столько, что хватило бы на всю деревню. Отец был мужик кряжестый, молчаливый, с ладонями, как кора дуба. А мама тихая, светлая, с глазами, в которых плескалась бездонная доброта. Она меня и научила главному правилу жизни. Степушка, последнее отдать не стыдно. Стыдно, когда у тебя есть, а ты не поделился. Помню, мне лет 8 было, зима лютая стояла. Снега по самые окна навалило. Вечером стук в дверь. Мама открыла, а на пороге тетка Нюра, соседка наша. Муж у нее пил беспробудно, и в тот день опять все из дома вынес. Стоит, она плачет. В одном платке на голове, а у нас на ужин только чугунок картошки в мундире да луковица. Мама глянула на нее, потом на меня, вздохнула и говорит: «Проходи, Нюра, не мерзни. Чем Бог послал, тем и угостим». И выложила ей половину нашей картошки. Я тогда чуть не разревелся от обиды, самому есть хотелось страшно. А мама обняла меня и тихо так сказала: «Бог все видит, сынок. Он не оставит». И ведь не оставил. Через 2 дня дядька из города приехал, привез мешок муки и банку тушенки. Отец тогда на меня посмотрел и пробасил: «Видишь, Степан, добро. Оно как семечко. Ты его в землю, а оно тебе колосом вернется». Я рос, впитывая эту простую мудрость. Наш дом всегда был открыт для всех. То странник какой попросится на ночлег, то семья, проезжая, с поломкой станет, то просто кто-то голодный зайдет. Мама никогда никого без тарелки горячего борща или щей не отпускала, даже если у самих в погребе мышь повесилась. В 15 лет я уже крутил баранку в колхозе, а после армии твердо решил: буду дальнобойщиком. Дорога манила, звала. Наставником моим стал дядя Коля, старый водила, прошедший и Крым, и Рым. Он меня не только фуру водить научил, но и законам дорожного братства. «Степаныч, — говорил он, — на трассе чужих нет. Сегодня ты помог. Завтра тебе помогут. Дальнобойщик, который мимо беды проехал, не дальнобойщик, а наездник». И я видел, как он сам, не раздумывая, тормозил у сломавшейся машины, делился последней сигаретой, соляркой, куском хлеба с салом. В 23 года я наскреб денег на свой первый КАМАЗ. Старенький, потрепанный, он больше походил на музейный экспонат, но для меня был дороже всех мерседесов мира. Я его Надеждой прозвал. В то же время я встретил Валюшу, мою будущую жену. Она работала в придорожном кафе под Ростовом, всегда улыбчивая, приветливая. Я заезжал туда каждый рейс, чтобы выпить чаю и просто посмотреть в ее ясные глаза. «Ты не такой, как другие», — сказала она мне однажды. «В тебе свет какой-то есть». «Это меня родители научили», — ответил я, чувствуя, как сердце забилось, словно мотор на форсаже. Научили, что доброта ничего не стоит, но ценится дороже золота. Мы поженились через год, скромно, в нашей сельской церквушке. Батюшка, отец Василий, благословляя нас, сказал слова, которые я запомнил на всю жизнь. «Степан, Валентина, вы отправляетесь в долгий путь.
Помните, что самые большие благословения приходят, когда мы протягиваем руку помощи нуждающемуся. Первые годы были самыми счастливыми. Родился сынок Димка. Через 2 года. Дочка Анечка. Я мотался по всей стране, но всегда знал, что дома меня ждут. Валюша знала о моей привычке останавливаться у каждой заглохшей машины. Поначалу подшучивала, а потом стала беспокоиться. «Степа?» — говорила она, когда я возвращался позже срока. «У тебя теперь дети. Подумай дважды, прежде чем рисковать ради незнакомых людей». Я понимал ее страхи, но ничего не мог с собой поделать. Каждый раз, видя на обочине человека в беде, я слышал голос отца. «Добро, оно как семечко». И я останавливался. Однажды, в лютый мороз, я подобрал на трассе женщину с 2 маленькими детьми. Их старенькие «Жигули» заглохли, а до ближайшего села 30 километров. Я довез их до города, помог найти ночлег, оставил денег на еду и ремонт. Вернулся домой только через сутки, усталый, но с теплом в сердце. Валюша встретила меня на пороге, обняла, а потом посмотрела мне в глаза так, что у меня все внутри оборвалось. «Степа, у тебя сердце золотое, но оно семьей не накормит. А если с тобой что случится, пока ты чужих спасаешь? Кто о нас подумает?» Слова Валюши тогда занозой в сердце засели. Я смотрел на нее, уставшую, с тенью тревоги в любимых глазах, и понимал, что она права. Дети — это не просто радость, это ответственность, которую я, как мужик, как отец, должен нести на своих плечах. Но как вытравить из себя то, что в тебе с рождения? Как переступить через голос отца, который звучал в ушах при виде каждой поднятой руки на обочине? Я обещал ей быть осторожнее, думать головой, а не только сердцем. И я старался. Честно старался. Но дорога, она живая, она постоянно подкидывает испытания. То у кого-то колесо спустит посреди степи, то солярка на морозе замерзнет, то просто человек стоит, заблудившись, с потерянным взглядом. И я, матерясь про себя, все равно тормозил. Я не мог иначе. Это было сильнее меня, сильнее страха, сильнее даже обещаний, данных жене. Шли годы. Дети росли. И наша жизнь вошла в колею, знакомую, наверное, миллионам таких же семей, как наша. Я в рейсе, Валя дома, с хозяйством и детьми, возвращался и окунался в счастье. Встречала меня у калитки моя Анюта, повзрослевшая. Уже не та малявка, а серьезная девчонка с косячками. Димка, тот уже считал себя взрослым, встречал сдержанно, по-мужски. Но я-то видел, как блестели его глаза. А потом были Валюшины объятия, запах домашних пирогов, горячий борщ, который мог воскресить мертвого. На столе появлялись соленые огурчики из нашего погреба, грибочки, которые мы собирали всей семьей прошлым летом, квашеная капуста с клюквой. Это были наши маленькие праздники. Мы садились за стол, и я рассказывал про города, в которых побывал, а они — про свои школьные дела. В эти моменты я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Казалось, так будет всегда. Но 90-е закончились, а легче не стало. Скорее наоборот. Конкуренция росла, как грибы после дождя. Появились большие фирмы с новыми иностранными фурами, а я все на своем стареньком КамАЗе пыхтел. Он начал сыпаться, как старый дед. То одно, то другое. Все заработанное уходило на запчасти. Денег в семье становилось все меньше. Валюша, чтобы как-то свести концы с концами, устроилась на почту. Я видел, как она уставала, как темнели круги у нее под глазами, и сердце кровью обливалось. Из-за этого я стал брать самые дальние и невыгодные рейсы, от которых другие отказывались. Уезжал на неделю, а то и на месяц. Возвращался выжатый, как лимон, злой на весь мир.
Наша тихая гавань превращалась в поле боя. Мы стали чаще ссориться. Вернее, не ссориться, а молчать. Тяжело, мучительно молчать, когда сказать хочется много, но боишься ранить еще сильнее. Я помню, тот день он стал поворотным. Зима, канун Нового года. Я вез какой-то срочный груз в Мурманск, чтобы успеть к праздникам вернуться с деньгами. И вот под Петрозаводском, в глухом лесу, вижу, стоит на обочине старенькая копейка, а рядом мужичок мелко-мелко трясется. Мороз под 30 ночь. Первая мысль. Циничная, холодная. «Проезжай, Степа. Тебе семью кормить надо, а не мир спасать. Опоздаешь — премии лишат». Я уже почти проехал мимо, но в зеркале увидел, как он безнадежно опустил руки. И я не выдержал. Тормознул. Оказалось, бензин кончился. А до ближайшей заправки километров 50. Я, конечно, поделился соляркой, хоть у самого было в обрез. Потом оказалось, что аккумулятор сел. Пока мы с ним возились, прошло 3 часа. За это время метель разыгралась такая, что дорогу замело полностью. Мы застряли. Вдвоем, посреди заснеженного леса. Домой я попал только 5 января. Без денег, злой, голодный. Вошел в дом, а там тишина. Валюша сидит за столом, накрытым старой клеенкой, и чинит Димкину куртку. На елке, нашей старой, искусственной, висят 3 игрушки. Дети сидят по углам, даже не смотрят в мою сторону. «С Новым годом, кормилец!» — сказала Валюша, и в голосе ее было столько горечи и обиды, что у меня все внутри похолодело. В тот вечер у нас состоялся самый страшный разговор за всю нашу жизнь. Она не кричала, нет. Она говорила тихо, и от этого было еще страшнее. «Степа, ты понимаешь, что ты своей добротой нас по миру пустишь? У детей праздника не было, потому что их отец спасал очередного бедолагу. Ты о них подумал? Ты обо мне подумал? Может, тебе эти чужие люди дороже, чем мы?» Я пытался что-то объяснить, говорил про дорожное братство, про отцовские заветы, а она посмотрела на меня пустыми глазами и сказала: «Твой отец хлеб в дом приносил, а ты только свои истории про спасенных». Ее слова резанули по-живому. Впервые я задумался. А может, она права? Может, моя доброта — это эгоизм наоборот? Может, я просто тешу свое самолюбие, чувствуя себя хорошим человеком, пока моя семья страдает? Эти мысли, как черви, начали точить меня изнутри. И что-то во мне сломалось. Через пару недель уже в другом рейсе я ехал по той же трассе. И снова увидел на обочине машину. Рядом стояла женщина с ребенком на руках, махала рукой. Я помню, как моя нога сама потянулась к тормозу. Но в голове зазвучал тихий голос Валюши. «Ты о них подумал?» Я стиснул зубы так, что заскрипели, вцепился в руль до побелевших костяшек и проехал мимо. В зеркало заднего вида я видел ее лицо. Полное отчаяние. И всю оставшуюся дорогу я не находил себе места. Меня душили стыд и чувство вины. Я предал все, во что верил. Я предал отца, дядю Колю, самого себя. Но в то же время я чувствовал какое-то злое, черное удовлетворение. Я приеду вовремя, я привезу деньги. Я сделаю так, как хотела жена. Я стану правильным. Но стану ли я счастливым? И я привез деньги. Приехал вовремя, до копейки рассчитался с заказчиком, премию получил. Вошел в дом, протянул Вале пачку купюр. Она взяла, пересчитала, и на лице ее мелькнула тень улыбки. Впервые за долгое время. «Вот видишь, Степа», — сказала она тихо, — «можешь же, когда захочешь». В тот вечер у нас был почти праздничный ужин. Валюша достала из погреба банку своих фирменных маринованных помидоров, пожарила картошки с салом. Дети, почувствовав, что напряжение спало, щебетали о чем-то своем.
А я сидел за столом, жевал эту картошку, которая казалась мне ватной, и чувствовал, как внутри меня разрастается ледяная пустыня. Я сделал то, чего от меня ждали. Я стал правильным. Но цена этой правильности была непомерно высока. Я продал свою душу за 30 серебряников премии. С того дня я начал жить по-новому. Я стал расчетливым, холодным, как декабрьская солярка. Мой слух, который раньше улавливал любой призыв о помощи на трассе, огрубел. Я научился не видеть протянутых рук, не слышать отчаянных гудков. Моя надежда больше не сворачивала на обочину, чтобы спасти замерзающих. Она неслась вперед, к цели, к деньгам. И поначалу казалось, что это работает. Рейсы стали короче, заработки-то больше. В доме появились новые вещи. Детям купили зимние сапоги, Вале пуховый платок, о котором она давно мечтала. Мы даже смогли отложить немного денег на черный день. Валюша расцвела, перестала вздрагивать от каждого звонка. В глазах ее снова появился покой. Она смотрела на меня с благодарностью, а я отводил взгляд, потому что в ее глазах я видел отражение человека, которого презирал. Я отдалился от старых друзей-дальнобоев. Встречи на стоянках стали для меня пыткой. Раньше мы собирались, травили байки, делились новостями. Меня всегда встречали уважительно, звали Степанычем, ангелом трассы. Теперь же я ловил на себе косые, недоуменные взгляды. Однажды старый мой знакомый, дядя Паша, подошел ко мне в кафе под Тулой. «Что, Степаныч, зазнался?» — спросил он беззлобно, но с укором. «Вчера мимо нашего пацана пролетел. У него рессора лопнула. Даже не притормозил. Я что-то буркнул про срочный груз, про жесткий график. А он посмотрел на меня долго, покачал головой и сказал: «Те деньги. Дело наживное, Степан. А вот совесть, если потеряешь, уже не купишь». Я допил свой остывший чай и ушел, чувствуя, как горит спина от его взгляда. Я перестал быть частью братства. Я стал просто водилой, одним из многих, для кого дорога — это просто работа, а не жизнь. Дома тоже стало по-другому. Да, ссор из-за денег больше не было. Но исчезло и что-то другое, не менее важное. Исчезло тепло. Я стал раздражительным, замкнутым. Любой пустяк мог вывести меня из себя. Я приходил с рейса и запирался в себе, как в глухой кабине. Валя пыталась пробиться ко мне, рассказывала о домашних делах, о детях. А я слушал вполуха, думая о своем, о том, как противно мне стало от самого себя. Наши вечера, которые раньше были наполнены смехом и разговорами, превратились в молчаливое сидение перед старым телевизором. Помню, как-то на Троицу Валюша по старой традиции украсила дом березовыми ветками, напекла пирогов. «Пойдем в церковь, Степ», — позвала она. «Праздник большой». Я пошел. Стоял в толпе, нюхал запах ладана, смотрел на мерцающие свечи и чувствовал себя чужим на этом празднике жизни. Люди молились, просили о чем-то, а я не мог выдавить из себя ни слова. Молитвы застряли в горле, как ком сухой грязи. Я потерял не только совесть, я потерял Бога. Самый страшный удар нанес мне мой собственный сын. Димке тогда уже было лет 14. Он всегда смотрел на меня с обожанием, гордился отцом-дальнобойщиком, который знает все дороги и всегда придет на помощь. Теперь он смотрел на меня с холодным недоумением. Однажды вечером он подошел ко мне, когда я сидел во дворе, тупо глядя на свой КамАЗ. «Пап», — начал он нерешительно, «а помнишь, ты рассказывал, как вытащил из сугроба машину с роженицей и успел довести ее до роддома?» Я кивнул. «Я тогда всем пацанам в классе рассказал. Гордился тобой». Он помолчал, а потом спросил в лоб: «А почему ты больше так не делаешь?» Его вопрос был как удар под дых. «Потому что за это не платят, сынок»,
ответил я жестко, злясь на него за то, что он лезет мне в душу. Пора взрослеть и понимать, что за красивые истории семью не накормишь. Димка посмотрел на меня так, как никогда не смотрел, с разочарованием и презрением. «Знаешь, пап», — сказал он тихо, но так, что каждое слово впилось мне в сердце, «раньше я хотел быть похожим на тебя. А теперь? Нет». Он развернулся и ушел. А я остался сидеть, и мне хотелось выть от боли и бессилия. В погоне за деньгами я терял самое дорогое — уважение собственного сына. Ирония судьбы, злая, беспощадная, заключалась в том, что моя новая, практичная жизнь не принесла богатства. Да, мы закрыли самые срочные дыры в бюджете. Но мой старый КамАЗ, моя верная надежда, казалось, почувствовал предательство. Он начал ломаться с удвоенной силой. Словно мстил мне за то, что я изменил нашим общим принципам. То сцепление полетит, то мост загудит, то проводка замкнет. Все, что я зарабатывал своей новой холодной ездой, я тут же вбухивал в ремонт. Я превратился в белку в колесе, которая бежит все быстрее, но остается на том же месте. Черный день, на который мы откладывали, так и не стал светлее. И я понял, что попал в ловушку. Старый путь вел к нищете, но с чистой совестью. Новый путь не спасал от нищеты, но вел к ней с душой, черной от стыда. Развязка наступила осенью. Я вез яблоки из Краснодарского края, рейс был выгодный. Я надеялся хорошо заработать. И вот, не доезжая до Воронежа, моя надежда окончательно сдалась. Что-то хрустнуло, заскрежетало, и мотор заглох. Намертво. Я просидел в кабине 2 дня. 2 дня я стоял на обочине с протянутой рукой, и десятки, сотни машин проносились мимо. Никто не остановился. Ни один из тех, кем я стал сам. Я на своей шкуре испытал то, что чувствовали те, кого я бросал на дороге. Это было страшное, отрезвляющее чувство. На 3-й день меня все-таки дотащили до сервиса. Вердикт был как приговор. Двигателю конец. Ремонт стоит дороже самого КамАЗа. Я сидел в грязной каморке автослесаря, пахнущей соляркой и безнадегой, и понимал — это дно. Полное, окончательное. Все мои жертвы, мое предательство самого себя — все было напрасно. Я остался без работы, без денег, с горой металлолома и с душой, выжженной дотла. Домой я вернулся на попутках. 2 дня трясся в кабинах чужих машин, глядя на пролетающую мимо дорогу, которая еще вчера была моей жизнью, а теперь стала просто серой лентой асфальта. Вошел в калитку, и сердце ухнуло в пятки. Дом стоял тихий, пришибленный, будто тоже чувствовал беду. Валюша встретила меня на пороге. Она ничего не спросила, только посмотрела на мои пустые руки, потом в глаза, и в ее взгляде я прочел все — и жалость, и усталость, и немой укор. В тот вечер мы не разговаривали. Молчание было густым и тяжелым, как мокрый снег. Дети жались по углам, чувствуя, что случилось непоправимое. Димка, мой взрослый уже почти мужик, смотрел из-под лобья, сжав губы, а Анюта тихо плакала в своей комнате. Я сел на табуретку у окна и смотрел в темноту, где раньше стояла моя надежда. Теперь там была пустота. И такая же пустота была у меня внутри. Я потерпел крушение, полное, безоговорочное, на глазах у собственной семьи. Началась самая черная полоса в моей жизни. В нашем маленьком городке, где все друг друга знают, скрыть такое было невозможно. «Степаныч без колес остался», — шептались за спиной. Я перестал выходить из дома без крайней нужды. Встречи со старыми знакомыми, особенно с дальнобоями, стали пыткой.
Их сочувствующие взгляды жгли похлеще огня. «Держись, Степан!» — хлопали они меня по плечу, а мне хотелось провалиться сквозь землю. Из ангела трассы, уважаемого человека, я превратился в безработного неудачника. В мужика, который не может прокормить семью. Валюша взяла еще полставки на почте, приходила домой вымотанная, серая. Она не упрекала меня, нет. Но ее молчаливая усталость была громче любых обвинений. По вечерам я слышал, как она плачет в подушку, стараясь сделать это как можно тише, чтобы я не услышал. А я лежал рядом, стиснув зубы, и ненавидел себя за это бессилие. Внутри меня закипала глухая черная ярость. Ярость на себя, на свою дурацкую веру в добро, на отца с его присказками. «Добро колосом вернется», — говорил он. «Ну что, отец, где твой колос? Я все делал правильно, как ты учил. И где я теперь? На дне. А те, кто рвал, хапал, шел по головам, они на коне. Я вспоминал каждую машину, мимо которой не проехал. Каждого бедолагу, которому помог. И за что? Чтобы в итоге самому остаться на обочине с протянутой рукой? Я вспоминал лицо той женщины с ребенком, мимо которой я проехал, и впервые за долгое время подумал. И правильно сделал. Так и надо было жить всегда. Эта мысль была гадкой, чужой, но она приносила какое-то злое, извращенное облегчение. Мир жесток, и чтобы выжить в нем, нужно быть таким же. Все эти сказки про доброту для дураков. И я был главным из них. Так прошло 2 месяца. 2 месяца ада, унижения и саморазрушения. Я начал потихоньку выпивать. Не то чтобы в запой, а так, чтобы приглушить боль. Валюша молчала, только смотрела с тоской. Деньги кончались. И однажды вечером она, перебирая копейки в кошельке, тихо сказала: Степ, так дальше нельзя. Детей кормить нечем. Ее слова отрезвили меня лучше ледяной воды. Я понял, что еще немного, и я потеряю не только работу, но и семью. На следующий день я, переступив через гордость, пошел на поклон к старому знакомому, державшему небольшую транспортную контору. Михалыч, выслушав меня, пожевал губами. «Работы постоянной нет, Степ. Сам видишь, какие времена. Но есть один рейс, никто не берется. Надо в Тверь отвезти стройматериалы, срочно. Машина, старый ЗИЛ, дышит на ладан. Доедет, не доедет, не знаю. Заказчик платит копейки. Поедешь?» Я посмотрел на его сытое, лоснящееся лицо и почувствовал укол ненависти. Но выбора не было. «Поеду», — выдавил я из себя. И вот я снова за рулем. Но это был не полет, как раньше. Старый ЗИЛ ревел, чихал, разваливался на ходу. Я сидел в холодной, продуваемой всеми ветрами кабине и чувствовал себя униженным. Это была не работа, а подачка. Ехал я медленно, матеря про себя и этот Рыдван, и Михалыча, и всю свою никчемную жизнь. Был март. Самое мерзкое время года. Снег сошел, обнажив серую, унылую землю. Дорога превратилась в месиво из грязи и талой воды, распутица. Под колесами хлюпало, небо висело низко, готовое в любой момент разразиться холодным дождем. Настроение было под стать погоде. И вот, проезжая какой-то глухой перелесок, я увидел его. На обочине по колено в грязи стоял человек. Старик. В каком-то старом потертом пальтишке-то, из-под которого виднелся ворот серой рубашки. Без шапки. Он не голосовал, просто стоял и смотрел на дорогу с выражением вселенской тоски на лице. Первая мысль была: проехать мимо. Хватит. Научен. Не мое дело. Пусть стоит. Я вцепился в руль, нога сама нажала на газ. ЗИЛ натужно взревел, проносясь мимо одинокой фигуры. Я смотрел прямо перед собой, стараясь не глядеть в зеркало. Но что-то заставило меня бросить взгляд.
Старик не сдвинулся с места, он просто опустил голову, и его плечи как-то безнадежно ссутулились. И в этот момент во мне что-то оборвалось. Какая-то злая, отчаянная сила ударила в голову. «Да чтоб вы все провалились!» Заорал я в пустоту кабины и с силой ударил по тормозам. Машину занесло, грязь полетела во все стороны. Я вывернул руль, сдавая назад. С ненавистью к себе, к этому старику, ко всему миру. Я остановился напротив него, рывком открыл дверь и рявкнул. «Садись, отец! Куда тебе?» Я делал это не из доброты. Нет, это был бунт. Бунт против моей новой правильной жизни, протест отчаяния. Если уж тонуть, так с музыкой. Старик медленно поднял голову. Глаза у него были светлые, почти прозрачные, и смотрели они как-то очень внимательно, будто в самую душу. Он молча, не спеша, подошел и забрался в кабину. От него пахло сыростью и чем-то еще, неуловимым, похожим на запах старых книг. Он сел, аккуратно расправил полы своего пальтишка и также молча стал смотреть на дорогу. Я с силой захлопнул дверь, воткнул передачу, и мы поехали. Несколько километров мы ехали в полном молчании, нарушаемом только ревом мотора. Я был зол на себя до чертиков. Зачем я это сделал? Зачем опять наступил на те же грабли? Я косился на своего пассажира, ожидая, что он начнет рассказывать свою слезливую историю. Но он молчал. Эта тишина начала давить на меня. Наконец я не выдержал. «Далеко ли, отец?» — спросил я нарочито грубо. Он повернул ко мне голову, и его светлые глаза снова заглянули мне куда-то вглубь. Он чуть заметно улыбнулся уголками губ и тихо, но очень отчетливо произнес: «А ты, Степан, так и не понял, за что тебе все это, да?» От этих слов у меня мороз по коже прошел. Да такой, что зуб на зуб не попадал. Посильнее, чем тот, от которого трясся мужичок под Петрозаводском. Я вцепился в руль так, что костяшки побелели. Кто он такой? Откуда он знает мое имя? Что значит, за что мне все это? Тысяча вопросов молнией пронеслась в голове, а вместе с ними первобытный липкий страх. Может, это бандит какой, подсадной? Сейчас вывезет меня в лес, и там уже его подельники ждут. А может, я просто с ума сошел от горя и отчаяния. И этот старик — плод моего больного воображения? Я резко обернулся, готовый то ли ударить, то ли вышвырнуть его из кабины, но он сидел спокойно, смотрел на меня своими прозрачными, немигающими глазами, и в его взгляде не было ни угрозы, ни насмешки. Только какая-то бездонная, всепонимающая печаль. «Ты не бойся меня, Степан», — произнес он так же тихо. «Страшнее, чем с самим собой. Врага у тебя нет». И снова эта улыбка, едва заметная, уголками губ. Я молчал, не зная, что ответить. Злость боролась во мне со страхом и каким-то диким, иррациональным любопытством. Старик отвернулся к окну, за которым тянулась бесконечная серая грязь, и заговорил, будто сам с собой. «Человек так устроен, — отговорил он, — что ему всегда виноватого подавай. Царь плохой, погода дрянь, жена пилит, машина ломается. А в зеркало посмотреть духу не хватает. Ведь там, в зеркале, самый главный виновник сидит. И самый главный судья. Он говорил, а у меня перед глазами проносилась вся моя жизнь за последние годы, мои срывы на Валюшу, холодный взгляд сына, та женщина с ребенком на обочине, мимо которой я пролетел, как ошпаренный. «Ты думал, что, предав себя, ты семью спасешь?» — продолжал он, не поворачивая головы. «Думал, что любовь можно купить за вовремя доставленный груз. Глупый ты, Степан. Ох, какой глупый. Душу свою за медный грош продал, а думал, что капитал сколачиваешь. А душа, она не картошка. На рынке новую не купишь. Она, если продана,
Так с гнильцой и останется». Каждое его слово было как удар наотмашь. Он говорил то, в чем я боялся признаться даже самому себе в самые темные ночи. Он озвучивал тот тихий, мерзкий голосок совести, который я так старательно глушил водкой и работой. «Кто тебя учил, что доброта — это товар?» — вдруг резко спросил он, поворачиваясь ко мне. «Кто тебе сказал, что за нее платить должны? Отец твой. Земля ему пухом. Разве за награду семечко в землю бросал? Или мать твоя Нюрке голодную тарелку щей несла, чтобы ей потом старицей вернулась?» Он знал про моих родителей. Он знал про тетку Нюру. Страх отступил, уступая место полному оцепенению. Это было за гранью моего понимания. Я остановил рычащий ЗИЛ на обочине, повернулся к нему всем телом и выдохнул. «Кто ты?» Старик усмехнулся. «А какая разница? Ангел я или бес, присланный по твою душу заблудшую? Ты на себя смотри, а не на меня. Ты скажи, Степан, когда ты в последний раз молился? Не губами шевелил в церкви для приличия, а по-настоящему, от сердца, как в детстве, когда коленку расшибешь и к матери бежишь». Я молчал. Я не помнил. Та часть моей жизни, где был Бог, где была вера, была заперта на 7 замков, завалена хламом обид и разочарований. «Вот то-то и оно», — кивнул старик. «Ты решил, что сам себе хозяин, сам себе Бог. Решил, что мир по твоим правилам играть будет. А мир, он по своим законам живет, по Божьим. И главный закон в нем — не бери, а отдавай. Ты этот закон нарушил. И мир тебя на место поставил. Жестко, больно, но справедливо». «Справедливо? Он считает это справедливым? Что я, мужик, который всю жизнь пахал, остался без всего, а моя семья голодает?» Ярость снова подступила к горлу. «Справедливо!» — заорал я. «Где же тут справедливость? Я людям помогал, последний отдавал. И что в итоге?» «А ты разве для в итоге помогал?» — спокойно парировал старик. «Ты помогал, потому что не мог иначе, потому что душа у тебя такая. А потом испугался. И испугался, что доброта твоя нерентабельна. И испугался, что жена косо посмотрит, что дети без новых сапог останутся». «Предал ты, Степан, недорожное братство. Ты свет в себе предал. Тот самый свет, про который тебе Валюша твоя говорила, помнишь?» Я помнил. Я все помнил. И от этого было еще тошнее. Он достал из-за пазухи за термос, отвинтил крышку, и по кабине поплыл густой аромат чая с чабрецом. Налил в металлическую крышку, протянул мне. «На, выпей. Остынь». Я машинально взял. Чай был горячий, терпкий. Он обжег губы, но внутри разлилось какое-то странное тепло. «Ты думаешь, испытания только тебе выпадают?» — заговорил он снова, глядя куда-то вдаль. «Каждому свой крест дан. И не для того, чтобы сломать, а для того, чтобы сильнее сделать. Чтобы шелуху с души содрать, как с луковицы, и до самой сути добраться. А ты свой крест бросить решил. Думал, без него легче будет. А без него ты не человек вовсе, а так перекати поле». Мы сидели в тишине, нарушаемой только редкими каплями, барабанящими по крыше. И вдруг я больше не мог это в себе держать. Все, что копилось месяцами, годами, боль, стыд, обида, вина, все это прорвалось наружу. Я уронил голову на руль, и плечи мои затряслись в беззвучных рыданиях. Я плакал, как не плакал с самого детства. Плакал о своей сломанной надежде, о голодных глазах Анюты, о презрении в глазах Димки, о своей уставшей, постаревшей Вале. Но больше всего я плакал о том Степаныче.
ангеле трассы, которого я сам убил и похоронил под грудой злобы и отчаяния. Старик не утешал меня. Он просто сидел рядом и молча пил свой чай. Когда первый приступ рыданий прошел, я поднял голову, вытер лицо грязным рукавом. «Что же мне теперь делать, отец?» — спросил я шепотом. Он посмотрел на меня долго, испытующе. «Для начала довези меня до Покровского», — сказал он. «Это тут. Километров через 10. Там у старого монастыря высадишь. А потом...» Он полез во внутренний карман своего пальтишка. «А потом поедешь по этому адресу». Он протянул мне сложенный вчетверо пожелтевший листок бумаги. Я развернул. Кривым старческим почерком там был написан адрес в каком-то неизвестном мне городке под Тверью. «Кто меня там ждет?» — спросил я, ничего не понимая. Старик снова усмехнулся своей загадочной улыбкой. «Тот, кому ты нужнее всего. Тот, мимо кого ты не смог проехать, даже когда решил стать плохим. Поезжай, Степан. Твоя главная дорога только начинается». Я смотрел, как старик, не оглядываясь, уходит к стенам древнего монастыря. Его фигура таяла в сумерках, и мне казалось, что я вижу сон. В кабине все еще витал запах чабреца и старых книг. Я сидел, тупо глядя на лобовое стекло, по которому медленно сползали грязные капли. В руке я сжимал этот пожелтевший, нелепый листок бумаги. Адрес. В каком-то селе Высокое, под Тверью. Что за бред? Кто меня там ждет? И зачем? Голова гудела, голос разума, который так долго был моим единственным советчиком, кричал: «Разворачивайся, Степан! Езжай в Тверь, сдавай груз, получай свои копейки и возвращайся к семье. Хватит с тебя чудес, дочудесился уже до ручки». А в душе, в самой глубине, там, где только что плакал маленький испуганный мальчик, шептал другой голос, тихий, но настойчивый: «Поезжай, Степан. Твоя главная дорога только начинается». Я не знал, чей это был голос. Старика, отца или мой собственный, давно забытый. Я завел мотор. Зил недовольно фыркнул, словно тоже сомневался. Я выехал на трассу и поплелся в сторону Твери. Так надо. Так правильно. Я мужик, у меня семья, ответственность. Я не могу гоняться за призраками по проселочным дорогам. Я ехал и повторял это себе как мантру, но перед глазами стояло лицо старика. Его светлые, всевидящие глаза. «Ты свет в себе предал, Степан». Эти слова горели клеймом на сердце. Я проехал километров 20, может, 30. Впереди показался указатель. Налево — Тверь. Прямо. Какая-то второстепенная дорога, уходящая в темнеющий лес. И в этот момент я понял, что не могу. Не могу ехать в Тверь. Не могу опять выбрать правильный путь, который уже один раз привел меня на самое дно. Если я сейчас поверну налево, я так и останусь этим сломленным, озлобленным мужиком, который проезжает мимо чужой беды. Если я предам и этого старика, эту последнюю, безумную надежду, то я предам себя окончательно. Скрипнув зубами, я свернул направо, на эту темную, неизвестную дорогу. Я не знал, куда я еду. Я не знал, что меня там ждет. Я знал только одно. Впервые за долгое время я делал что-то не потому, что надо, не потому, что выгодно, а потому, что не мог иначе. Потому что где-то там, в конце этого пути, маячил ответ на главный вопрос. За что мне все это? Я ехал всю ночь. Старый Зил капризничал, чихал, но ехал. Словно тоже чувствовал, что этот рейс особенный. Я не спал, не ел, только изредка прихлебывал остывший чай из термоса, который оставил старик. Дорога петляла между лесами, ныряла в низины, где еще лежал грязный, ноздреватый снег.
Взбиралась на холмы, с которых открывался вид на спящие деревни с темными избами и одинокими огоньками в окнах. И чем дальше я отъезжал от большой трассы, тем тише становилось у меня на душе. Злоба и отчаяние, которые раздирали меня на части, потихоньку отступали, уступая место какому-то странному тревожному покою. Села высокая, я нашел под утро. Обычная русская деревня, каких тысячи. Несколько кривых улочек, почерневшие от времени деревянные дома, с резными наличниками, колонка с водой, магазинчик с выцветшей вывеской «Продукты». Я медленно ехал по главной улице, высматривая нужный дом. Вот он. Номер 13, улица Заречная. Простой бревенчатый дом, не новый, но ухоженный. Чистые окна, аккуратный заборчик. Ничего особенного. Я заглушил мотор, и в наступившей тишине стало слышно, как бешено колотится мое сердце. Зачем я здесь? Что я скажу? «Здравствуйте, меня прислал старик с дороги». Меня же за сумасшедшего примут. Я просидел в кабине минут 10, борясь с желанием завести мотор и убраться отсюда по добру, по здорову. Но я не мог. Что-то держало меня здесь. Я вылез из кабины, подошел к калитке, которая тихо скрипнула, и пошел к крыльцу. На крыльце стояла скамейка, а рядом ведра с водой, накрытые крышками. Все дышало простой, незамысловатой жизнью. Я поднял руку, чтобы постучать, и замер. А что, если это какая-то злая шутка? Что, если за дверью меня ждет очередное разочарование? Собрав всю волю в кулак, я все-таки постучал. Раз, другой. За дверью послышались шаги. Щелкнул засов. Дверь со скрипом отворилась, и на пороге появилась женщина, лет 45, может, чуть больше. В простом домашнем халате, на плечи накинут платок. Лицо у нее было уставшее, с глубокими тенями под глазами, но глаза были точь-в-точь, как у того старика. Светлые, ясные, только в них не было его вселенской печали. В них была тревога. Она посмотрела на меня, незнакомого мужика в грязной спецовке, и спросила тихо, без удивления, будто ждала стука: «Что вам?» Я открыл рот, чтобы что-то сказать, но слова застряли в горле. Я просто протянул ей тот самый листок бумаги. Она взяла его, поднесла к глазам. Я видел, как ее губы беззвучно шевелят слова, написанные на нем. Потом она перевела взгляд на меня, и в этот момент ее лицо изменилось. Тревога исчезла. Вместо нее в ее глазах появилось что-то невероятное, смесь боли, узнавания и такой надежды, что у меня перехватило дыхание. Ее рука взлетела ко рту, глаза наполнились слезами, и они покатились по щекам. Она смотрела на меня, потом снова на листок, потом опять на меня, будто не верила своим глазам. «Господи!» — прошептала она, и в этом шепоте была и молитва, и стон. «Так это вы?» Она сделала шаг назад, открывая дверь шире, и ее голос задрожал, срываясь. «Мы вас так ждали. Мы молились, чтобы вы приехали. Проходите, пожалуйста, проходите в дом». Я вошел в дом, как во сне, совершенно не понимая, что происходит. Внутри было просто, но очень чисто. Пахло сушеными травами и свежеиспеченным хлебом. Женщина провела меня в горницу, усадила на стул у большого деревянного стола, сама села напротив, все еще глядя на меня так, словно я был призраком. «Вы уж простите», — сказала она, вытирая слезы кончиком платка. «Я до сих пор поверить не могу. Мы так долго ждали». «Кого ждали?» — наконец выдавил я. «И кто вы?» Она глубоко вздохнула. «Меня зовут Анна. А старик, которого вы подвезли, это мой отец, Петр Андреевич». Она помолчала, собираясь с мыслями. То, что я вам сейчас расскажу, может показаться вам сказкой,
или бредом сумасшедшего. Но это правда. Мой отец, он не просто старик. Он очень богатый человек. Один из тех, о ком в газетах не пишут, но кто владеет заводами и пароходами. Я смотрел на нее во все глаза, и мозг отказывался верить в услышанное. Богатый человек? В том затертом пальтишке? На обочине грязной дороги? 3 года назад в нашей семье случилось страшное горе, продолжала она, и голос ее снова задрожал. В автокатастрофе погиб мой брат, его единственный сын, Ванечка. Он был светлым человеком. Верил в добро, в людей, всегда всем помогал. Отец после его смерти почернел. Он решил, что Ваня был наивным дураком, что в мире не осталось ни доброты, ни сострадания. И тогда он придумал это испытание. Он начал переодеваться в нищего и выходить на дорогу. Просто стоять и ждать, кто остановится. За 2 года, Степан, за 2 года ему помогли всего 3. И все разы из расчета на какое-то вознаграждение. Он почти потерял веру в людей. А потом он встретил вас. Анна снова посмотрела на меня, и в ее глазах была бесконечная благодарность. Он мне все рассказал. Рассказал, как вы остановились, хоть и были злы на весь мир. Как вы кричали в кабине, но все равно не смогли проехать мимо. Он сказал, что впервые за 3 года увидел не жалость и не расчет, а настоящий, истерзанный, но живой человеческий поступок. Но откуда он все знает? Про меня, про семью, про КамАЗ, прошептал я. После той встречи он нанял людей. Они узнали о вас все. О вашей беде, о долгах, о том, как вы перестали помогать на дороге и как вам от этого было тошно. Он следил за вами. Он ждал. Ждал, когда вы окажетесь на самом дне, чтобы посмотреть, что в вас победит. Отчаяние или тот самый свет, который он в вас разглядел. И вчера вы прошли его испытание. Вы, потерявший все, озлобленный, раздавленный, все равно остановились. Ради него, ради чужого, никому не нужного старика. Она встала, подошла к старому комоду, достала оттуда большой запечатанный конверт и протянула мне. «Это вам от отца». Он сказал, я цитирую, «Отдай это Степану». Это не милостыня. Это плата за возвращенную веру. И еще. Он предлагает вам работу. Он создает фонд помощи водителям, попавшим в беду. И он хочет, чтобы вы его возглавили, потому что, как он сказал, никто лучше вас не поймет их боль и не сможет им помочь по-настоящему. Я держал в руках этот конверт, тяжелый, как слиток золота, и не мог произнести ни слова. Внутри что-то рухнуло, а потом собралось заново, уже по-другому. Все эти годы страданий, унижений, эта боль, эта несправедливость, все это было не наказанием. Это был путь, путь ко мне настоящему. Я вспомнил слова отца. «Добро, оно как семечко. Ты его в землю, а оно тебе колосом вернется». Я не верил ему. Я злился на него, а он был прав. Только колос этот взошел не там, где я ждал. Он пророс не из моих правильных, расчетливых поступков, а из самого темного, самого отчаянного момента моей жизни. Из того бунта на грязной дороге, когда я, плюнув на все, просто не смог оставить человека в беде. Я открыл конверт. Внутри лежали документы на новый сверкающий тягач «Вольво» и чек на сумму, от которой у меня потемнело в глазах. Суммы, которая с лихвой покрывала все мои долги и позволяла начать не просто новую, а совершенно другую жизнь. Домой я не ехал. Я летел. Старый Зил, будто почувствовав, что его миссия выполнена, больше не капризничал.
Я ворвался в дом, схватил Валюшу в охапку, закружил ее по комнате. Она смеялась и плакала одновременно, ничего не понимая. Потом я посадил ее, Димку и Анюту за стол и все рассказал. Рассказал про старика, про его испытания, про погибшего сына, про конверт. Димка, мой взрослый, колючий сын, смотрел на меня во все глаза, и я видел, как в них возвращается то самое уважение, которое я, казалось, потерял навсегда. «Так ты, пап, ты все-таки герой», — прошептал он. А я посмотрел на него и ответил: «Нет, сынок, я не герой. Я просто мужик, которого жизнь хорошенько приложила мордой об асфальт, чтобы он вспомнил, кто он есть на самом деле». Та первая сцена, с которой я начал свой рассказ, когда приставы забирали мой КамАЗ, она не была концом. Она была началом моего искупления. Жизнь не стала сказкой, но она обрела смысл. Я принял предложение Петра Андреевича. Мы переехали в город, и я с головой ушел в работу фонда. Теперь я не просто кручу баранку. Я ищу таких же, как я, сломленных, потерявших надежду водил по всей стране. Я помогаю им с ремонтом, с долгами, с лечением. Я даю им не просто деньги. Я даю им то, чего мне так не хватало. Понимание и веру в то, что они не одни. Я часто езжу по той самой трассе М4. И каждый раз, проезжая мимо того места, где стоял мой старый КамАЗ, я не чувствую больше ни злости, ни обиды. Только тихую благодарность. Благодарность за тот удар, который не сломал, а заставил выпрямиться. И я снова останавливаюсь на обочинах. Не из бунта и не из отчаяния, а просто потому, что я дальнобойщик. И на трассе чужих нет. Теперь я это знаю точно.